Добрый вечер. В эфире национальная вещательная компания «Саха», программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, дорогие телезрители. Новые образовательные стандарты, всероссийские проверочные работы, введение новых предметов. Новшества сыплются на современную школу, как из рога изобилия, тогда как многие понимают, что школы и так достаточно загружены. При этом многие отмечают о том, что низкий уровень образованности современных молодых людей, нынешних выпускников, как влияют эти новшества положительно, либо все-таки делают этот образовательный процесс менее продуктивным. Об этом мы побеседуем в сегодняшней программе. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я должна сказать, что мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Ну и, пожалуй, хочется начать вот с чего. Образование – это все-таки услуга. И вот это положение, как раз оно лежит в основе всех нововведений, как уже принятых, так и ожидаемых. И скажите, пожалуйста, все-таки что нового произошло в современной школе вот за этот учебный год, 15-16 годы? Доброго вечера. Значит, в современной школе, можно сказать, в 2015-2016 учебном году, самым большим достижением, о чем мы говорили, мы же говорим не только о школьном образовании, но и в общем образовании. И здесь, прежде всего, конечно, это наша победа, это ликвидация очередности для детей с 3 до 7 лет, потому что этот показатель был достигнут не во всех регионах. Вторым, основным, то, что нововведение появилось, это внедрение ФГОС, основного общего образования, в 5 классах. Но здесь нужно говориться, что республика у нас всегда в пилотном режиме апробирует сначала, да? Поэтому ФГОС был в пилотном режиме внедрен в республике в 127 школах еще с 2009 года. То есть в 2012 году начинается, вот в этом году у нас пятиклассники начали обучаться по ФГОС. В этом году нововведением также является то, что по ФГОС начали вот с 1 января 2016 года услуги получать, скажем, дошкольники, да? И новое будет, это внедрение опять-таки ФГОС уже для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это с 1 сентября 2016 года. Незначительные изменения будут государственные итоговые аттестации, что по 9 классам, так и по 11 классам. В основном так. В 2 словах для непросвещенных, вот вы говорите ФБОС или ФГОС. Федеральный ФГОС. государственный образовательный стандарт. Стандарт. Вот как он вводится, практика его введения, что показывает современная школа? Положительно, отрицательно, вообще как отклики от учителей вы получаете, от родителей какие, в принципе? Здесь, конечно, это совершенно, можно сказать, другая система, она более практикоориентированная. И при этом, если по старому учебному плану, вот, допустим, часы все были конкретно распределены, есть такое понятие учебный план, да, и в котором все часы практически занимали инвариантная часть, то есть обязательная часть, то в части ФГОС, федеральных государственных образовательных стандартов новых, здесь уже часть, формируемая образовательной организацией, часть, формируемая детьми самими, да, она увеличивается в разы. Если в начальных классах это примерно 10 часов, да, то в старшей школе данный показатель должен достигнуть до 50%. На практике это как выглядит? Вот вы говорите, практическая часть увеличивается. Это что означает? То есть дети больше делают своими руками, больше говорят, теории меньше. Лучше поют, танцуют. Поют, танцуют, да. То есть если вот в течение 10 часов, которые отведены в школе, 2 часа ребенок обязательно должен посетить то ли тот кружок, то ли второй кружок, да, то есть путем проб и ошибок ребенок должен это за найти счет себя. уменьшения теоретической части или в принципе? Практически, да. То есть уменьшается теоретическая часть, но увеличивается практически. Это же все идет в рамках закона об образовании, Да. вот это вот реформирование, оно уже много лет идет. И как воспринимает учительская общественность вот эти реформы? В принципе, Микрофончик, пожалуйста. в принципе, нормально воспринимает. Ну, У нас учителя, народ, как сказать, исполнительные, надо так, надо. Ну а вообще, как с точки зрения, может быть, вот в сравнении с предыдущими годами, это лучше, хуже, совсем по-другому? Вот
ваше ощущение, какое оно? Ну, можно сказать, что дети, конечно, изменились. Ага. Да. Потому что они уже имеют свое какое-то мнение, они всего добиваются сами. В основном идет же самостоятельность обучения. Поэтому в принципе, Как вы мы-то... думаете, это хорошо или плохо? Но есть свои плюсы и есть свои минусы. Какие? Ну, например, если судить то, что вот когда мы учились в школе, Да. например, я не могла так просто подойти к учителю и сказать, мне это не нравится. Мгм. А сейчас можно? А сейчас вот, ну, дети, есть такое, в 5 классе есть. Скажите, а как учитель реагирует в таком случае? Ну, вот если ученик говорит, мне не нравится, Спокойно. спокойно. Ну, в Да. смысле, он... Объясняем, что можно было сделать так, можно было сделать так. Мгм, Но выслушиваем, конечно же, мнение ребенка. мгм. Понятно, спасибо. А кто еще вот может высказать Ну, мнение? пожалуйста? Тут, наверное, дополнительно еще стоит отметить о том, что согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 10 дополнительных часов – это помимо классно-урочных часов, да, предусмотренных учебным планом. Дополнительно. И вот у каждого родителя, у каждого ребенка с 1 по 5 класс, так как Лена Борисовна уже отметила, что с этого года, с 5 класса введен ФГОС, есть право выбора определенных направлений деятельности по тому, что ему нравится, по его способностям, возможностям, по видению самого родителя, законного представителя, скажем, кем он хочет видеть последующим своего ребенка. Мгм. Это действительно практика ориентированная направленность, именно готовит детей к профессиональному будущему. Ну, возможно, последующему. да, возможно, так и есть. Но... А вам не кажется, что вот эти 10 дополнительных часов – это дополнительная нагрузка все-таки на ребенка или Но нет? Тут Или я не прав? стоит отметить о том, что 10 часов не для каждого ребенка и не обязательно. Вот Иванов с 1 класса не обязательно должен выбрать 10 направлений. Да? Мгм. Существует требования санитарных правил и норм. И в соответствии с этими требованиями ребенок, естественно, не должен быть перегружен. Мгм. Мгм. Ну, вот еще новшество, это вот нынешние 4 классы будут впервые сдавать всероссийские, они контрольные работы называются, или проверочные работы по 3 предметам. Это русский, математика и окружающий мир. Я знаю, что не все педагоги поддерживают вот это новшество. Как вы думаете, почему? Ну, опять-таки уже останавливались, да, на том, что хорошо или плохо введение федеральных государственных стандартов. Но мы отмечаем, что за последние 5 лет все-таки качество обучения в начальной школе намного повысилось после введения ФГОС. Так дальше то, что вводятся вот эти контрольно-измерительные контрольные работы, начиная с начальных классов, дети уже в 9 классе сдают экзамены тоже по форме приближенной максимально. То есть к они единому более госэкзамену. подготовленные, меньше Да, будут испытывать стресс, да, в 9, в 11 потом да. классе. Но тут вот как раз противники этого говорят о том, что надо все-таки стимулировать детей учиться не ради оценок, не ради итога какого-то экзаменационного, да, а ради самого стимула учиться. Вот почему многие вот как-то очень вот это новшество принимают в штыки. Еще второе, это то, что не знают, как сдавать вот окружающий мир. Окружающий мир – это что за предмет такой? Что туда входит? Есть такое? Так, Кто у нас коллеги, начальную кто школу понимает? представляет? Ну вот, может быть, вы, Лена Борисовна, может быть, вы расскажете об этом, окружающий да, мир, потому что, а я еще хотела сказать, что действительно, вот мы почему не зря в самом начале программы сказали о загруженности наших школ. Есть же очень много дублирующих предметов, это в старших классах обществознание, это право, это экономика. Сейчас еще предполагается ввести такие предметы, ну, расширить, так сказать, кругозор наших детей знанием такого предмета, как финансовая грамотность. В 2017 году хотят уже ввести. Основы духовного развития, по-моему. Духовно-культурного Что-то наследия такое, народов России. Плюс еще обязательный урок профориентации. Ну, может быть, это не урок, какая-то другая форма будет. Но это такое громадье, не кажется?
Ну, перегруженность, она, в принципе, не может быть, потому что, в принципе, школа ограничена санпинами, санитарными нормами, да, и правилами. 36 часов, не более, это аудиторная нагрузка для старшеклассников. А далее уже идут предметы как бы по выбору, это внеаудиторная нагрузка, куда дети ходят по своему выбору. И это как раз составляющая ФГОС, как бы, да, получается, это проектная деятельность, это часы практики, это элективные курсы, да, ну, по-старому, по нашим понятиям, это факультативные занятия, да. А никто не пытался просчитать, вот сколько получается, так скажем, рабочий день школьника, ну, скажем, старших классов? Вот вы, родители учеников старших классов, скажите, пожалуйста, сколько отводится часов в день на обучение вашими детьми? Я могу сказать по поводу расширения кругозора, да, по факту. Я родительница, у меня ребенок в 11 классе. Мы будем сдавать сейчас ЕГЭ. Я не знаю ни одной семьи, где бы ребенок после школы не ходил к репетиторам. Потому что основные предметы, русский, математика, часов дается очень мало. А остальные часы мы расширяем кругозор. У детей каша в голове получается. Получается, они приходят со школы и потом идут к репетиторам. И до позднего вечера они занимаются у репетиторов. Ну, наверное, кругозор можно расширять до 9 класса, там, допустим, экономика, география Якутии. Ну, пусть она будет там в 4, в 5 классе как-то, давать ее в 10, в 11 классе, а потом еще основные предметы, потом еще предметы, которые нужны для профессии, это тоже репетиторы. То есть правильно, да, правильно. О чем говорит, что в эти вот, вы сказали, санпин, есть нормы 36 часов, но в эти 36 часов ребенка, в общем-то, нельзя впихать основную программу. А ее, наоборот, расширяет, нужно еще, а ему основа-то, в общем-то, не лезет. То есть, получается, образование-то у нас идет, Можно сказать, да? по вашему Я хотела сказать, мнению. что, в принципе, да, дети до 9 класса могут определиться, что им учить дальше. 10, 11, в принципе, какие-то предметы действительно, может быть, можно было бы заменить теми предметами, которые будут более нужны, когда будут я до 11 поступать. не мог определиться, если честно, поэтому... Да, к сожалению, сейчас дети действительно не все в 9 классе определяются с выбором будущей своей специальности, с выбором того вуза, куда они пойдут учиться. Поэтому в этом-то как раз сложность. И есть все-таки определенные программы школьные, они специально пишутся. Вот я хотела еще, знаете, какую тему, да? Вот новый закон об образовании, он, насколько я знаю, может быть, я неправильно понимаю, он уравнял учебные заведения, школы, лицеи, гимназии. Это так, да, Иван Александрович? То есть теперь все школы могут пользоваться теми специальными программами, которые раньше были доступны только лицеям и гимназиям. А скажите, пожалуйста, насколько обычные школы готовы вот это все воспринять и дать в том объеме, в котором давали это всегда лицеи и гимназии? Я хотел бы немножко вернуться чуть-чуть назад к теме по поводу того, что загруженность детей у нас в 10-11 классах большая. Я скажу, дело все в том, что в ГОСы у нас дошли только до 5 класса, то есть мы нынче перешли только планово в 5 классах. Есть, конечно, образовательные организации, где они немножко на опережение пошли, то есть это 7-8 класс уже у них по ВГОС идет. Но я так думаю, вообще по всем тем документациям, которые у нас сейчас есть на данный момент, то старшее звено уже по мере того, как в ГОС придет в 10 классы, будут заниматься немножко по-другому. У них уже будет больше индивидуальный учебный план, у них будет больше действительно акцент на те предметы, которые они будут выбирать для того, чтобы поступить дальше в высшее учебное заведение, то есть в таком духе. По поводу того, что все образовательные организации по закону по-новому выровнены, это так оно и есть. Сейчас нет такого понятия в законе, как лицеи, гимназии, то есть сейчас есть такое понятие, как общеобразовательная организация. Вот в самом начале это сразу сказал. Хотя пока у нас в названиях у всех находится МОБУ, да, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение, то есть слово учреждение. Сейчас будет у нас организация по закону. Но несмотря на это, сейчас в принципе, и как я вижу в городском образовании в нашем, есть образовательные учреждения, которые очень даже хорошо переходят на то, что они общеобразовательные организации стали, и они могут дать дополнительные какие-то знания. Я, конечно, не спорю, что в лицеях и в гимназиях у нас все-таки повышенный стандарт, да, то есть мы все-таки больше требуем от учащихся. Мы стараемся в них вложить больше знаний. Почему? Потому что потом им поступать в высшее учебное заведение, потом им представлять нашу республику, наш город в частности, да, и мы как бы хотели бы
чтобы те детки, которые действительно способны на это, то как бы дать им такой заклад. Иван Александрович, простите, что вас перебиваю, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, потом мы продолжим. Пожалуйста, телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Я благодарю ведущих за то, что поднимаете такие острые, сложные, трудные вопросы. Значит, у меня конкретный вопрос. Готов ли, я как представителям от образования задаю, готов ли город, готова ли республика к введению в ГОС, о чем мы выше говорили, для детей с ОВЗ в начальной школе? Что для этого делается? Я являюсь автором концепции развития инклюзивного образования РСЯ. Неоднократно обращался к главе республики, обращался к главе администрации города Алексею Сергеевичу, что нужно вводить инклюзивное образование, нужно создавать координационный совет по инклюзивному образованию. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Лена Борисовна. Да, координационный совет, во-первых, конечно, принят план, в соответствии с которым на сегодняшний день, во-первых, осуществляется подготовка кадров. Это не только силами нашего Института развития образования и повышения квалификации Северо-Восточного федерального университета, но и за пределами республики наши педагоги обучаются. Далее создается безбарьерная среда. Далее уже это учебно-методические комплекты. То есть по всем фронтам идет подготовка. Только пока подготовка, Потому хотя что об инклюзивном это с образовании первого- говорится уже очень-очень давно. Мы просто нет. еще эту тему тоже поднимали много лет назад. И вот действительно, это, наверное, тема отдельной передачи, когда мы будем собирать тут специалистов, все и говорить об этом более подробно. У Потому нас что действительно ФГОС сложная тема. ОВЗ, извините, перебила, да, ФГОС ОВЗ вступает в силу с 1 сентября 2016 года, поэтому, естественно, у нас сейчас идет подготовка. Мгм. Ну, То есть сейчас с 16 готовность, в года принципе, уже Готовность, да, Да. есть. Мы этот вопрос рассматривали неоднократно и на коллегиях Министерства образования. То есть можно сказать, что Готовность. подготовка идет. Да, готовность. Ну, вы говорили, Ответ. что наша республика, она, в начале программы Да. «Впереди планеты все», эксперименты и все это как раз к нам, И- да? Но я знаю, что во многих регионах инклюзивное образование, оно уже введено и введено достаточно давно. Нет, инклюзивное образование у нас есть, но мы сейчас говорим о ФГОС, а инклюзивное образование в пилотном режиме тоже апробируется. И при этом и в ФГОС у нас начали апробацию в 9 школах, в 4 коррекционных и 5 общеобразовательных. То есть, Спасибо. да. Иван Александрович, продолжим, да? Вот по поводу, что сравняли все учебные учреждения, теперь эти учебные учреждения называются. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, готовы ли школы предоставить весь тот спектр услуг, которые предоставляли всегда гимназии, лицеи? Готовы ли они воспользоваться вот этими специальными программами и, кроме того, дать, в чем был плюс лицеев и гимназии? Это они старались более индивидуально подходить к каждому ребенку. Или наоборот, Более какой-то такой был наоборот, подход. организации Или тут лицензии наоборот начнут. идет как? Ну, давайте я, наверное, уравняли? начну с того, что объясню, наверное, да, все-таки такую разницу между лицеем и гимназиями, средними общеобразовательными организациями, как вот раньше было. То есть лицеи и гимназии были заточены под то, чтобы детей обучать по программам повышенного уровня. То есть, в принципе, программу повышенного уровня не каждый ребенок может освоить. Да, поэтому у нас есть даже программа «Одаренные дети», так называется у нас программа. То есть дети, которые уникальны по своим способностям умственным. Они у нас участвуют во многих олимпиадах. То есть один и тот же ребенок может участвовать и по физике, и по математике, и по информатике. То есть по 3 олимпиадам, по 2 олимпиадам. То есть лицеи и гимназии были больше в этом плане работали. А средние общеобразовательные школы, они давали среднее общее образование. То есть, я так А считаю, теперь что- произошло тогда уравняли, что ли? Или как это понять? как вам сказать, все-таки есть же две части, инвариантная и вариативная. В вариативной части можно зарядить разные спецкурсы. В средних общеобразовательных учреждениях, например, в зависимости от того, какой был заказ родителей, они могут сделать заказ, например, больше в творческое, такое техническое, где руками надо Извините, что делать. перебиваю, нам сейчас надо прерваться на короткую рекламу, потом мы продолжим. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим о нововведениях в системе школьного среднего образования.
Лена Борисовна, вы хотели Да, дополнить, вот Иван Александрович? Иван Александрович сейчас говорил про лицеи и гимназии, да. Я хотела бы добавить о том, что, в принципе, в законе об образовании, в новом федеральном, говорится о том, что общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Как раз лицеи и гимназии у нас на сегодняшний день попадают под эту категорию. Но с другой стороны, и, кстати, предусматривается и финансовая хорошая поддержка со стороны республики, да, это 40% для лицеев и гимназий, для школ с углубленным изучением отдельных предметов это 20%. Но при этом надо сказать, что, естественно, перед лицеями и гимназиями стоит очень большая задача – это кадровый потенциал нашей республики. Поэтому на сегодняшний день, опять-таки, это требование, ну не требование, скорее пожелание, чтобы в каждом муниципальном районе были такие гимназии и лицеи. Сегодня в республике 43 гимназий, школ повышенного уровня, как мы их называем, да, из которых 16 лицеев и 27 гимназий. То есть я правильно понимаю, что, несмотря на то, что их уравняли, разницы, в принципе, никакой... А зачем тогда их уравнивали? Зачем Вот вопрос тогда их тогда. уравнивали? А зачем это надо было делать, а? Это федеральные требования. Когда, конечно, закон разрабатывался, все регионы, субъекты на уровне, значит, когда мы туда ездили на совещание, мы пытались все это отстоять, но это именно право на образование общедоступное для всех. Ну, по сути, осталось как есть, да, они как бы уравнялись, но также остались Они потеряли углубленными. часы. А, вот Часы, потому что у нас в республике, например, да, было для лицеев и гимназий дополнительно по 4 часа. А сейчас Они их убрали, да, лучше, получается, да. понятно. Понятно. Но я бы хотела похвалить наших учителей гимназий и лицеев, которые, в принципе, за счет своих технологий того, что нужно, добиваются. Понятно. Вы хотели что-то по поводу дисциплин, да, сказать? Насчет загруженности, да? И насчет предмета обществознания, который я преподаю. Вот, да? Заступиться за него чуточку. В 4 классе преподается предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Это вышеупомянутое ОДНКР, получается. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Во всех остальных классах его нет. Да? Если школа хочет, в виде спецкурса можно его в 5 и других классах вводить, но не в основное расписание. Это во-первых. Во-вторых, насчет экономики и права. Половина выпускников школ у нас сдает обществознание как предмет. Обществознание – это интегративный курс. Это 6 наук из высшей школы пришли в школу, например, получается же, да? И, соответственно, вот эта экономика и право включено в курс обществознания. Отдельным предметом крайне мало школ, которые могут себе это позволить. Вот 2 часа обществознания и плюс что-то, да? Такого обычно не бывает. Это во-первых. Во-вторых, финансовая грамотность. Да? Уже решение принято Министерством образования и науки Российской Федерации, что данного предмета самостоятельного не будет. Да? Он будет как глава в обществознании вводиться. Это да, уже финансовая. принято? Это уже, да, принято, получается, такое решение. А кто будет преподавать финансовую грамотность? Интересно. Если вот в таком виде, конечно, это учитель истории и обществознания. А вы считаете, учитель истории и обществознания может преподавать этот предмет? такой предмет? А сейчас учитель истории и обществознания у нас преподает предмет экономика. Ну, а Интересно. если говорить, ну, не в обиду, конечно, учителям истории и обществознания, а насколько он может доступно донести предмет, ну, это специфический предмет, все-таки история, обществознание, экономика разные вещи. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это вот о чем говорит? Об том, что сверху спускают какие-то нормативы, но вот здесь у нас на местах их реализовать невозможно. Это говорит об этом? Ну, с одной стороны, вы знаете, вот чем больше предметов ведет учитель, тем, насколько я знаю, он больше зарабатывает. Это может быть и хорошо для учителей, насколько это хорошо для учеников, не знаю, потому что мне тоже кажется, что финансовая грамотность, экономика – это совершенно специфические Хорошо, я, наверное, такие может, предметы, по адресу. требуют определенной подготовки. Ну, попробуй ответить тогда, да, когда наша страна шагнула в рыночную экономику, основы рыночной экономики ввели, да, и преподавали его, опять же, это вышеупомянутые учителя истории. Да? А потом эта дисциплина обществознания выросла. Да? Это молодой предмет. Сейчас, например, ту же самую компьютерную грамотность в школах же не преподают, там уже информатика стала как информатика и информационно-коммуникационные технологии. То есть, соответственно, расширилась. И, соответственно, вот получается, основа рыночной экономики, предмет такой был, теперь его не стало, потому что необходимости нет. А, соответственно, предмет обществознания есть.
и он расширяется и углубляется. Поэтому, соответственно, вот Приходится как-то такие учителям историю, новшества, да, понятно. такие новшества. Понятно. Ну вот, а все-таки вопрос тот же самый, может быть, как вы считаете, другие представители образования, представитель Минобра, Ну, например? я добавлю, Гаврила Гавриловича, да, в части, что сейчас разрабатываются ОМК, потому что финансовая грамотность, она будет вводиться, опять-таки, в пилотном режиме, сперва в 9 классах, это примерно 30% образовательной программы. От курса. От курса, да, в 9 классе. Но на самом деле это, конечно, очень большой курс должен быть, и так как у нас, почему именно по обществознанию, сам предмет называется «Знание об обществе». То есть мы готовим ребенка жить в обществе. И, в принципе, почему я говорю о модуле, который на сегодняшний день готовится, это должны быть межпредметные связи, потому что рассчитывать, конечно, проценты сложные, которые в банковском для того, чтобы человек был финансово грамотен, это историк, обществовед, все сомневаются в этом, к сожалению, что вряд ли он сможет. Или специально надо тогда специалистов переучивать, Да, переквалифицировать, скорее всего, наверное, вот это будет обучать. привлечение, во-первых, специалистов других, да, если это пойдет в рамках элективных курсов, то есть дополнительно. Или это должны быть задачи по математике, которые будут включаться. То есть вот ФГОС чем хорош, в нем именно должны прослеживаться межведомственные, межпредметные связи, да, то есть в данном То есть проекте один должно- учитель будет, Можно? может несколько, Да, У меня есть вопрос Один по предмет может обществознанию как обучать раз. несколько Да. учителей. Да, пожалуйста. Мы сейчас 9 класс, и нам говорят, что в 11 у нас будет в обязательном экзамене стоять обществознание. Ну, как бы мы не Нет. собираемся связывать. Нет, Ни нет, с нет. историей, ни с Наверное, правом. это у вас не та информация. Насколько мы знаем, что сейчас вносится предложение о сдаче обязательных экзаменов по истории и по литературе. Ну, Тоже сейчас слышали, слышали, наверное, об иностранный этом, об язык. обязательном экзамене в 11 классе. Ну, а если мы математики, какая Вот нам вот тут вопрос, литература? да, конечно. Что вы можете по этому? Вы за или против вот, введения этих предметов как обязательных для сдачи в 11 классе? Вообще эту информацию действительно Ну, просто она обсуждается? пока внесена на обсуждение, Можно, да? это еще и... да. Обсуждается это довольно давно, как, например, обсуждался момент ввода так называемого единого учебника по истории. Да? Единого учебника по истории нет, а есть единое содержание. Да? Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории называется. Да? И внутри этой концепции есть историко-культурный стандарт. И согласно историко-культурному стандарту сейчас у нас ЕГЭ переделали под это. Да? И, соответственно, сейчас и детям, и учителям должно стать легче от того, что они теперь знают, что от них точно спрашивать будут. Например, да? А насчет того, что история как обязательный предмет, это обсуждается довольно давно. На 2 съездах всероссийских учителей истории обществознания я побывал. Это будоражится вот с 2010 года. Да? Так и вот есть, да. прошло 6 лет, так пока на уровне разговора. Поэтому пока А вы сами беспокоиться за и или не против нужно. А вы этого? вообще сами действительно, как учитель вот истории, обществознания, вы как? Хороший вопрос, да? Но если мы идем в сторону развитых стран, да, знание обязательно иностранного языка и знание истории своей страны обязательно. Понятно, ответ понятен. Ну а вот тут как раз вполне закономерный вопрос, если ребенок больше интересуется техникой, естественными науками, то получается, что он свое время будет занимать на предмет, который в принципе ему при сдаче, при поступлении, он ему не нужен. Лучше бы он потратил это время на подготовку той же самой На физики, предметы, там, которые химии, он будет которые сдавать, ему с которыми нужны. он хочет действительно. связать свою жизнь, конечно, Да. которые нужны ему для поступления в ВУЗ. Это же, ну, все просто. А Я потом думаю, ведь сейчас, допустим, да. до 11 класса, да, Да. или 10-11 класс. Ну, можно расширять кругозор, но 2-3 урока пусть это будет. Да. А потом пусть дети расходятся именно на те предметы, Да, которые им нужны. Тем более, если вы говорите, ориентируетесь на западные образцы, там же как раз так. Там, Хорошо, вот у нас Да, пожалуйста. как раз по поводу этого. Вот отвечу на ваш вопрос. Это просто говорит о том, что вы, как родитель, к сожалению, да, не очень компетентно оказывается, или вам просто не разъяснили в свое время в школе. Потому что именно в 10-11 классе у нас по инварианту или обязательному являются всего 8 предметов, да, на которые обязательно ребенок должен ходить. Остальное это как раз часть, формируемая образовательным
учреждением. Это часть, формируемая вами, с вашим ребенком. Подойти в школу, выбрать те предметы, которые вам нужны. А вам это объясняли вообще? Нет, Говорили? Алена Борисовна, тут же немножко вопрос по-другому. Мы говорим о возможном введении сдачи предмета история как обязательного. Нет, вот об мы этом сперва мы же говорим, да? уже дошли Может, до нам и не разъясняли, если честно. Мгм. Но закончилось это тем, что все дети и все родители просто оплачивают репетиторов. А как нам там разъясняли, и как у вас эти программы происходят, я не особо в этом понимаю. Я вам говорю по факту то, что происходит в жизни. У нас, допустим, в жизни моих всех знакомых. Все дети Раз мы занимаются говорим у об этих предметах, о истории и литературе, да, вот сейчас же есть обязательное итоговое сочинение. Там как раз вот эта вот литературная вся тема идет, историческая вся идет. Этого, наверное, достаточно для выпускника. И как пишут это сочинение. А Правильно? потом еще повтор, когда Да. русский язык сдаем, тоже пишем сочинение, тоже рассуждение повторно. Мгм. Ну, наверное, у него кругозор как-то можно будет понять, раз он уже в теме будет, но он и напишет сочинение нормально, я так думаю. Но если ребенок действительно математик, физика, химия ему нужна, математика, но мы все предметы, которые продают, половина предметов, которые абсолютно ему не И нужны. вот, Не, ну, кстати, говорить о том, итоговое, что не вы нужны, знаете, тоже итоговое, нельзя. раз мы уже заговорили, итоговое сочинение, оно же было введено только год назад, и вот никаких таких кардинальных изменений же не произошло, как это было, скажем, с единым государственным экзаменом, да? Значит ли это, что это самая такая эффективная форма? сочинения. Да. Думаю, Форма да. экзамена, Форма экзамена. Раз никаких изменений не происходит, значит, она уже как-то прижилась за этот год. Вот поколение то, которое в советское время писало сочинения, и потом пошли совершенно другая система оценки, как единый государственный экзамен. Это другое поколение, которое говорить, в принципе, и общие, как бы, связывать свои мысли, они затрудняются, да? Поэтому именно с этой целью, я думаю, было введено в свое время сочинение. И, в принципе, когда единый государственный экзамен вводился, вначале было, помните, только тестовые, да? То есть можно было, даже я помню, у нас в школе ребята говорили, что я, хотя не знал, но я, оказывается, везучий, я поставил там-то, там-то галочки, и у меня хороший результат. То есть для того, чтобы исключить вот этот момент, сейчас из тестов исключаются, из государственного экзамена исключается тестовая часть. Это по истории, кстати, в этом году уже не будет, по обществознанию, по географии и по информатике. А что остается? Остается та часть, которая, нужно, методом тыка точно не решишь. То есть нужно знать элементарно. Еще одно нововведение – это введение норм ГТО с этого года. Скажите, пожалуйста, для чего это было сделано? Неужели не хватает обычных уроков физкультуры? Были они всегда. Нормы ГТО когда у нас убрали? Это мы сдавали еще наши. Я буду отвечать, Да, наверное, пожалуйста. потому что введение всероссийского спортивного комплекса ГТО введено не сегодня и не сейчас. Она была еще 1931 по 91 годы, а после его с 1992 года разрабатывался у нас республиканская программа ИРЭЛ, по нему работали, и какие последствия преследовали. Если обобщая всю систему, вот это то, что мы сегодня говорим, то, соответственно, надо исходить то, что образование и воспитание – это государственная политика, это основной рычаг образования. И, соответственно, мы, опытные директора, все знаем, что сперва ЕГЭ была введена как эксперимент, потом введена, мы все принимали как эксперимент, после чего на государству надо было узнать общую планку качества образования и воспитания нашего населения. После чего что произошло? Это изменение государственного образовательного стандарта в ГОС, после чего 27 декабря 2012 года новый закон об образовании, после чего произошли такие понятия, как повышение заработной платы учителей, это повышение качества, после чего произошли новые финансовые механизмы. В связи с этим у нас образовался бюджетные, казенные и автономные образовательные учреждения, после чего предстоит еще такие нововведения этапа общей государственной политики, как аутсорсинг,
всех зарубежных государств, в школах, хозяйством, ЖКХ, светом и так далее занимаются профессионалы, а учителя занимаются методикой, преподаванием, наукой и так, процессами. После чего еще повышение качества образования сейчас стоит введено так эффективный контракт. В связи с этим, если для повышения появляется такое понятие, как здоровье общества. И нас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о том, что быть сильным, здоровым и спортивным – это сейчас прерогатива и модно. И нужно привести то, что проведенный мониторинг призывной комиссии для призывников в последний год показывает уменьшение физической подготовленности наших призывников. Вот это один из основных факторов. И сенатор Вячеслав Фетисов говорил, что когда они проводили тестирование среди всего населения, то показания показали, что 10 и 15 лет дети ниже сдают, чем при Советском Союзе. Вот поэтому это факторы выявили то, что 2014 года уже введено ГТО. И, соответственно, Министерством образования разрабатывается и подготовлено соглашение о том, что нашим республиканским региональным оператором при Министерстве спорта создан 6 центров. И Министерство образования предлагает открыть 7-й центр. Для этого должны мы заниматься Это с 1 по 5 ступень. Первая ступень 6 лет до 17 лет. И устно договорились, если есть 18-летний ученик школы, то мы, соответственно, будем принимать к этому экзамену. Ну вот смотрите, ГТО же, я перебью, ГТО же принималась вообще, вводилась как необязательная почему-то программа. Сейчас планируют ее ввести как обязательная программа в школах. Нет, она первым написана, она добровольность, доступность. Добровольно. Да, добровольная. И, соответственно, для этого нужно, во-первых, мы провели очень много семинаров, 6 семинаров среди методистов, учителей физкультуры, подготовили. И первые приемы мы сделали. В прошлом году при фестивале в мае месяце 1000 учеников они сдали. Хорошо, а учитель физкультуры при приеме, допустим, да, сдачи каких-то нормативов, он будет использовать нормы ГТО в конкретной школе или нет? Вернее, обязан или нет? По положению ГТО там написано, это использовать как повышение физкультурной и спортивно-массовой работы школы и как результат работы учителя физкультуры. Вот что. Да. То есть все равно ребенку придется его сдавать? Нет, она добровольная при предъявлении медицинской справки и, соответственно, согласия родителя. Все-таки вы немножко, я, может быть, вопрос не так ставлю. Школьная программа и нормы ГТО, это будет равно или это разные вещи? Разные вещи. Разные. Петр Иванович, пожалуйста. Да, дополните. Немножко пояснения, да? Внедряемое апробирование сейчас идет вот этого комплекса ГТО. Но до этого у нас же был еще физкультурно-спортивный комплекс РЛ у нас был. То есть было у нас, у нас апробирование вот этих нормативов уже есть. Она с какого года? Сейчас я скажу. Конца 90-х годов у нас был РЛ, который вот с 1 по 11 класс. Это 92-й год. Да, республиканский это был комплекс РЛ. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, нормы ГТО, они существовали же в советское время, до 91-го года. Сейчас нормы те же остались? Изменились? Здесь, если раньше, есть изменения, да? Изменения по возрасту. Если раньше сдавали от 10 лет до 60, а сейчас сдаем с 6 лет до 70 лет. До 70. А раньше было 6 ступеней, то сейчас 11 ступеней. И, соответственно, нормативы раньше были обязательны для всех, а сейчас они совсем другие, какие-то более щадящие. Например, нормы ГТО из 8 видов можете сдавать 4 основных, из 4 сдавать 2 дополнительно по выбору. И сейчас еще Министерством спорта и Министерством образования предлагается еще дополнительно 2 вида по национальным видам спорта. Вот это разрабатывается. Тогда получится 4 основные сдаем и 4
дополнительно, то есть 2 дополнительных по как Давайте мы вариативно. сейчас еще раз прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на... Смотрите программу «Не пропусти главное». Мы говорим о нововведениях в школах. И у нас поступил телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Телефонный звонок. Алло, Алло, здравствуйте. здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Так, ну что... Если да, хотела бы спросить, если мы хотим поступить в физкультурное отделение СВФУ, да, то нам обязательно сдавать профильную математику или базовую только можно? Спасибо. Василий Васильевич, я думаю, вы ответите, да? Так, ну здесь, наверное, необходимо изучить, во-первых, требования того вуза, куда собираетесь поступать, и там указано, какие предметы необходимы для поступления. Ну, да, ну, математика это обязательный предмет, но я думаю, в рамках Северо-Восточного федерального университета здесь хватит и базового как бы, экзамена, да. По другим я не могу сказать. Ну, понятно, да. Мы говорили мы хотели поговорить о профориентации. То есть у нас вот с введением нового закона какие-то новые формы и появляется обязательно профориентация в школах, насколько мне известно. Так, одну минуту. Микрофон передайте, пожалуйста. Тут с микрофоном проблема. Василий Васильевич, возьмите микрофон. На самом деле профориентацией у нас в республике занимаются уже давно, больше 10 лет. И есть у нас такие школы, как агропрофилированные школы, да, то есть уже они себя хорошо зарекомендовали. В городе Якутске такая школа одна, это Тулагинская школа. Кроме этого, у нас есть фирменные классы, как, допустим, в 5-й школе, то есть это тоже совместная работа с бизнес-партнерами по созданию таких классов, которые ориентированы на ту или иную специальность. Или в 31-й школе у нас, допустим, классы с медицинским направлением подготовки учащихся. То есть профориентационная работа у нас идет. Тем не менее, у нас вот на днях, буквально в субботу, состоялся первый чемпионат города по Junior Skills. Это значит соревнование по рабочим специальностям, по 13 компетенциям было проведено соревнование. Следующий этап уже будет республиканский, и далее, значит, уже будет победители идти уже на российский уровень. Ну и надо сказать, что соревнования прошли очень интересно на базе Саха-политехнического лицея. Это бывшая 14-я школа. Там, значит, развернулись нешуточные такие сражения среди маленьких профессионалов своего дела. И надо сказать, что было очень интересно. Кто видел, те, наверное, оценили то мастерство, которое уже умеют маленькие наши дети. Вот. И я думаю, что именно профориентационная работа у нас в целом в республике поставлена достаточно грамотно и хорошо. То есть для вас Спасибо. это совсем Так, нововведение? Павел, возьмите, пожалуйста, микрофон. Павел, у вас. То есть для вас это не совсем нововведение, да, получается? Нет, Для мы готовы, то есть у нас это давно Понятно. уже идет. Здесь у И в нас целом был- по республике такая ситуация. Меня очень волнует же ЕГЭ, как обычно, можно я вернусь. А что делать с психологическим давлением перед единым этим государственным экзаменом, когда детей еще перед этим экзаменом уже рассказывают, как их будут металлоискателями проверять, чтобы они ничего, не дай бог, не пронесли, никакие электронные устройства. Но я думаю, что если бы чтобы они не пользовались этими устройствами, ну не проще ставить заглушки, вопрос сам собой отпадет. Мы этих детей бедных обсматриваем этими устройствами, потом они сидят под камерами, но провожают их даже в туалет. Но вы понимаете, что психологически очень тяжело детям сконцентрироваться и написать этот экзамен. И сами Может экзамены на самом деле нелегкие, да? Ну вот именно. Еще если тебя провожают в туалет, там стучаться, если вдруг ты задержался, мало ли, что ты задержался. Ну, как-то вот так. Может быть, как-то облегчить им эту сдачу экзамена. Есть ли какие-то пути действительно? Или как вот вы, работники школьных учреждений, считаете? Да, микрофончик.
Ну, я из своего опыта, наверное, расскажу, потому что я являюсь еще членом Государственной экзаменационной комиссии по единому государственному экзамену. То есть я тот человек, который материалы в ППЕ, пункт проведения экзамена, и, соответственно, следит потом за вообще процедурой проведения экзамена. Все требования, которые вот на данный момент существуют по проведению экзамена, они федерального уровня. То есть мы здесь на своем уровне, даже республиканском, это решить сейчас здесь не можем, ну и, в принципе, смысла не имеет. Действительно, детки вначале, может быть, и приходят немножко такие подавленные, но на самом деле, когда ребенок, если настроен на экзамен полностью, целиком, он уже на такие вещи, как камеры, как на то, что там его в самом начале, то есть он где-то в 9 часов пришел, его на металлодетектором проверили. Ну, здесь я считаю, что все-таки металлодетектор — это из-за того, что у нас такой менталитет в стране. То есть у нас, как бы, может быть, даже принято где-то, да, как-то обойти, что-то где-то пройти, пронести. Ну, это, грубо говоря, пресекается просто. Ну, и еще Ну, это мне связано кажется, с крупными скандалами. В общем-то, не один Да, год да, да. выброс. Мне кажется, Потому тут что потом все-таки результаты и аннулируются, роль да. самих родителей на самом деле велика, да, как с ребенком поговорить, как его настроить, и роль тех учителей, которые готовят учеников к сдаче вот этих ЕГЭ. Я думаю, может быть, Самое стоит главное даже всё-таки- вот проводить какие-то беседы с учителями, Самое руководству, главное, это администрации в школ. школах у нас существуют психологи, то есть психологическое сопровождение. У нас, например, в нашем учебном заведении, просто не говорю о своем, да, конкретно, всегда мы проводим несколько бесед с родителями 11-классников. Первая беседа у нас где-то в октябре месяце, вторая уже ближе к экзамену в апреле месяце. То есть, и помимо этого проводится психологическое сопровождение детей. То есть у вас, по идее, ну, с вами будет работать психолог школьный, он объяснит, как себя вести, как не надо накручивать обстановку вокруг государственного экзамена, да, то есть как не надо говорить о том, что, ну, то есть бывает часто, так я слышу со стороны родителей, что сами родители нагнетают обстановку. Нет, а Сами еще родители бывает, начинают что, говорить извините, о том, что что и если ты не учителя сдашь, тоже нагнетают обстановку очень бывает, сильно. да, Поэтому я спорить не думаю, буду. что беседу надо проводить и как с родителями, как с учениками, так и Так с и с учителями. учителями, конечно же. Мы как Обязательно. администрация всегда, да, стараемся провести такие беседы, то есть как бы настроить, что это не конец света, это может быть один из возможных вариантов. То есть, ну, вдруг не получилось здесь, не получится где-то в другом Один месте. из возможных вариантов конца света, понятно. Ну вот мы опять возвращаемся. У школьников все больше уроков, а у учителей все больше нагрузки. И сейчас, насколько я знаю, в Госдуме, да, разрабатывается законопроект, он называется «Об образовании для всех». Вот как раз в этом законопроекте ставится вопрос о снижении бумажной нагрузки на учителей. А каким образом этого хотят достигнуть? А кто тогда будет это все делать? Отчетность вот эта излишняя, Ну, та, я, которая наверное, тоже сейчас отвечу. есть. Единственное, что я сейчас не скажу за начальное звено, то есть федеральный государственный стандарт есть сейчас в начальном звене, точно уже с 1 по 4 класса пробирован и проведен, да, дошло до 5 класса у нас, например, да, в городе и вообще в республике. Скажу по поводу того, что как бумажная волокита можно вообще уменьшить. Да? У нас в республике введена такая система, называется сетевой город образования. До этого она была введена в городе, то есть я был в той группе, которая инициировала эту программу. Да? Это комплекс, в котором отображается электронный дневник, то есть прохождение программного материала. Мы, например, вот с этого года уже отошли от бумажного ведения бумажных журналов классных. Теперь у нас классные журналы полностью в электронном виде. Идет выгрузка данных два раза в год, да, например, все подписываются, то есть официально они потом имеют юридическую силу, такие же, как бумажный журнал, то есть ничего здесь нового нет. Но, в принципе, вся бумажная волокита заключается в том, что часто происходят двойные и тройные запросы с разных органов по одним и тем же данным. Ну, таблички, естественно, меняются, поэтому приходится сначала под одну табличку подстраиваться, потом под другую. И с введением вот этой системы сетевой город, она сейчас называется сетевой город образования, я считаю, что бумажная волокита будет уменьшаться. Единственное, что сейчас нам нужно сделать, это уже непосредственно руководителям управления образования, руководителям, может быть, даже Министерства образования, да, это обучать персонал, который непосредственно отвечает за сбор данных вот, по работе с этой программой. Потому что мы, в принципе, иногда делаем дубляж. То есть Но это просто- все-таки хорошо для крупных городов, для районных центров, а там, где, собственно, интернета нет и связь плохая. То есть вот тут сразу налицо Да, неравенство. конечно, просто конечно же, предоставление обязательно, да, обязательно присутствие интернета должно быть, причем хорошего качества, то есть скорость должна быть хорошая, там, без перерыва и так далее. Но я считаю, что в городе Якутске уже сейчас
интернет очень даже не на плохом уровне. По крайней мере, у нас в образовательном учреждении уже, я бы не сказал, что так часто у нас зависает или что-то падает. Это все работает. То есть в городе, например, для нас, для 55 образовательных учреждений, это, я считаю, очень даже неплохой старт для начала безбумажного варианта введения электронной документации. Ну вот знаете, в конце программы, конечно, не хотелось бы об этом говорить, но тем не менее, да, есть такое мнение, что все вот эти инициативы, они выдвигаются чиновниками для того, чтобы вот создать видимость такой очень бурной деятельности. На самом деле вот эти все нововведения, они не настолько хороши, насколько могут показаться. Что вы на это скажете, Василий Васильевич? Ну, чтобы завершить, так, может быть, вы более оптимистичны будете. Да, но мы уже заканчиваем. К сожалению, вы не успеваете, Василий Васильевич. Да, я благодарю вас, что вы приняли участие в нашем разговоре. Да, всего вам доброго. До свидания. Смотрите нас на НВК онлайн. До свидания. Да.